понимаете? Поэтому все имеет место быть для нашего малыша. Линии, пространство, свет, движение. То есть ничего не упускается. Чем активнее мы вот эту составляющую будем наращивать, накапливать, тем мы будем понимать, что мы попадаем в точку качества. К сожалению, у нас тоже не всегда происходит, поэтому если мы хотим оценивать, например, ту же нашу среду, то мы не оцениваем количество стульев, да, в помещении, оцениваем какие-то стулья. То есть, опять-таки, да, смотрите, переходим на качество, на качественный аспект. Мы сегодня оцениваем каждый предмет на то, что функционален его, трансформируем его. То есть это очень важно, а не то, как, да, какое количество там, предметов у нас есть в нашей детстве. Поэтому вот в этом отношении еще раз хочу повторить, что оценкой можно заниматься только тогда, когда мы понимаем, что оценивать и какое качественное изменение будет после этого происходить. Только тогда мы можем заниматься оценкой. Потому что, ну вот смотрите, для примера приведу. Предположим, если у нас кадровый состав постоянный, да? У нас нет движения кадрового состава. Все он постоянный. У нас одни специалисты одной возрастной группы, другой, третий. А что мы будем оценивать? Мы уже не можем оценивать кадровый состав, потому что он постоянный. Следовательно, нужно оценивать уже не кадровый состав, да? А нужно оценивать и наблюдать применяемые формы, методы, меняются ли они, не меняются, да? Насколько они эффективны, насколько они дают эффект детям, насколько родители работают вместе с воспитателем в одном ключе, да? То есть там надо искать тогда характеристики качества. Поэтому и только там мы можем уже тогда рассматривать какие-то регуляторы, механизмы управленческой деятельности. А все другое, оно имеет место быть просто как фактура, да, количественная фактура, с которой иногда мы не знаем даже, что делать. То есть поэтому количественный компонент есть, качественный, к сожалению, часто очень западает. Вот это мне бы хотелось сегодня до вас тоже донести. Еще вопрос по управлению, да? Хорошо, предположим, даже если мы имеем определенную аналитику. То есть мы констатируем факты, анализируем сравнение, сравниваем по годам, сравниваем по условиям, еще каким-то образом пользуемся другим инструментарием. Нужно понимать, опять-таки, да, хорошо, мы имеем определенную аналитику, мы имеем определенные предложения по улучшению. Нужно понимать, а через какие условия необходимы, дополнительные, специфичные, еще какие-то, для того, чтобы это изменение произошло в каком процессе? В длительном, краткосрочном, долгосрочном. Да? То есть вот здесь вот моментов очень много, поэтому, коллеги, тут надо, конечно, очень серьезно думать, чтобы не было систем оценок, которые не работают на качество. Вот как правило, все системы оценок, они не очень плотно, да, работают на качество и на улучшение, вообще на улучшение состояния качества. На что мне еще хотелось обратить ваше внимание в преамбуле нашей сегодняшней. Ну и оценка, система оценок, да. Я уже многое сказала, сразу хочу сказать, что еще раз, системы строятся оценок. Они имеют место быть разного характера. Да? У каждой системы оценок свой объект. То есть, еще раз, хотим ли мы рассмотреть условия, это значит одна линия. Да? Хотим ли мы построить многоуровневую систему от группы до муниципального уровня, это другая комплексная система. Да? Хотим ли мы рассмотреть процессуальные какие-то вещи, как процесс двигается, третья система. Но в первой, второй и в третьей системе мы должны понимать объекты, цели и результаты. Ну, наверное, время, за которое можно улучшить результат. Поэтому в этом отношении сами системы оценки
качества дошкольного образования, они еще в стадии наполнения. И сразу хочу еще вам сказать вот что никто сегодня не берется сказать, вернее, предложить нам единую систему оценки качества дошкольного образования. Ну, это и понятно, потому что это большая серьезная ответственность, поскольку, да, то есть уровень результативности, уровень подходов к качеству реализации основной образовательной программы, качеству реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Это достаточно такая очень серьезная ответственность, за которую, конечно, необходимо нести, да, ответственность прежде всего руководителя. Далее. Ну, если говорить по большому счету, то для чего нам вообще система оценок качества? Да? То есть, еще раз говорю, оценки качества – это как бы измерение. Да? То есть, это глубина измерения, которая непосредственно сегодня, ну, подходит, наверное, да, вот к этой оценке. То есть, если качество на сегодняшний день еще не совсем, может быть, да, понимаемо, то, конечно, систему оценки строить очень сложно. Какие функции вообще у системы оценки? Внутренней, внешней, комплексной, многоуровневой, любой, неважно. Прежде всего, это инструктивная функция. Что такое инструктивная функция? Вот смотрите. Вот есть программа, да? Основная образовательная программа в детском саду. В ней прописан объем. В ней прописаны методы. В ней прописано содержание. То есть это выступает в качестве определенных требований. Да? Но в программе прописаны подходы, например, построение взаимодействия между педагогами и родителями. Да? Но можем ли мы сказать, что основная образовательная программа в этом случае, как бы в хорошем ее представлении, она может являться определенным регламентом? Наверное, нет. Да? То есть, таким образом, если мы хотим что-то улучшить в качестве и проверить потом, как это исполняется, то можно рассматривать с точки зрения, например, формирования регламента тех или иных, если это нужно. Да? То есть каких-то инструкций и так далее. Для того, чтобы вот эта характеристика качества, например, была достигнута и постоянно поддерживалась и пополнялась. Ну, например, несмотря на то, что у нас в КОСе прописано, как строить среду, да, что там есть принципы, там есть подходы, там есть целый блок предметов, которые должны быть. Несмотря на это, как бы, да, у нас все по-разному. Поэтому, если мы хотим добиться определенных каких-то результатов, может быть, где-то имеет место быть рассматривать определенные инструкции, регламенты и так далее, как те требования, которые заявляются на предмет достижения качества. И мы понимаем в этих требованиях, да, что это верхняя точка, это и есть качество. И как мы ее будем достигать. Отсюда можно строить уже и планирование. Если к этому есть необходимость. Понятно, что не все можно зарегламентировать, безусловно, да, но тем не менее. Если мы хотим что-то улучшать. Например, если в основной образовательной программе прописано содержание, но не прописаны формы. Вот как педагог, он использует он использует старые формы на новом содержании, например, да? Или новое содержание старыми формами реализует. Понятно, что где-то получается, что аспекты качества теряются. Да? Таким образом, что мы хотим? Мы хотим, например, чтобы эти формы внедрялись, организации, например, да, или технологии внедрялись. Если мы хотим, чтобы они внедрялись, и мы понимаем, что это дают эффект, да, для развития детей, тогда что нам для этого необходимо? Да? Для того, чтобы это измерить в будущем, мы должны понимать, где та характеристика качества применения тех технологий, где-то точка верхняя, качество, к которой мы должны прийти. Да? То есть тогда это может быть рассматриваться как какая-то образная, наверное, образный регламент, да, для того,
того, чтобы каким-то образом этого достичь. То есть, ну вот такие моменты. То есть это, наверное, важно, может быть, это излишне в некоторых случаях, возможно, но зато дает нам возможность, предположим, понимание, что если педагог не владеет этими технологиями, не владеет этими формами, значит, нужно спланировать уже процессы обучения, повышения квалификации или еще каким-то образом дальше продвинуться. Дальше. Функция контроля. Функция контроля. Ну, это любимая функция руководителей. Функция контроля, конечно, она не имеет места быть как основная функция оценивания, и, скорее всего, она вообще не является функцией оценивания, но, тем не менее, нужно понимать, что контроль, прежде всего, на сегодняшний день рассматривается как самоконтроль, чтобы педагог или любой сотрудник, он осуществлял самоконтроль, очень важно, да, вот, донести до сотрудника, что именно вот эта составляющая, да, является именно вот достижением того качества, которое мы хотим от него увидеть. То есть как он увидит, какое качество мы хотим добиться. Поэтому в этом отношении, когда контролирующая функция идет оценки, нужно понимать, что оценивается вот это, и это будет характеристикой качества. И конкретный человек его достигает, и педагог, и любой другой сотрудник. Дальше, аналитическая функция. Ну, анализ это понятно, анализ не строится просто так, то есть он строится на какой-то фактуре, он задается, и в аналитике самое важное, в аналитике качества самое важное дойти до формирования понимания, да, установления причинно-следственных связей. То есть что является причиной, а что является следствием. Вот это очень важно, потому что аналитика сама по себе не может место быть как отдельное от понимания самой системы оценки вообще, в принципе. Далее. В системах оценки очень важная функция – это информационная функция. То есть и вообще очень важно понимать, чтобы и родитель, и педагог, педагоги, и родители, и руководители, а может быть даже муниципалитет, были информированы о том, что является в приоритете деятельности дошкольной образовательной организации. Вот когда мы говорим об эффективности достижения результатов, когда мы говорим о процессах, когда мы говорим о достижениях, то очень важно понимать, насколько педагогическое и родительское сообщество информировано вообще о качестве. А что такое качество? Поэтому не думаю, что если мы родителя на улице дошкольника спросим, да, о качестве дошкольного образования, то он нам напрямую скажет, что такое качество. Он скажет, что в детском саду ребенку хорошо, он не плачет, да, ему интересно, он не хочет уходить из детского сада, вот, там все комфортно, он не жалуется. То есть вот такие мы получим ответы. Да, но для того, чтобы сформировать у родителя представление о качестве образования, да, очень важно доводить до родителя эту информационную составляющую. Что же все-таки является качеством? Например, насколько ребенок компетентен в каких-то определенных вопросах, связанных с содержанием образовательной программы. Да? Насколько у ребенка получается освоить те или иные способы деятельности. Насколько у ребенка получается достигнуть определенных общих или индивидуальных результатов. Насколько у детей есть возможность пользоваться чем-то современным, например, оборудованием на сегодняшний день. Да? Насколько у ребенка есть возможности общения, выхода со сверстниками, то есть в детском саду, не только в группе, например. Да? Насколько у ребенка есть возможность самостоятельности и так далее. То есть вот эта информационная функция, конечно, она очень важна для родителей, в том числе, чтобы не сформировалось представление, что качество дошкольного образования – это лишь только присмотр.
Кстати, о присмотре, уходе хочется тоже мне сказать, что не нужно, несмотря на то, что как услуга это разделилась у нас, да, на присмотр, уход и реализацию и образовательную услугу, то есть разделилась сегодня, нельзя сказать о том, что а, это такие две разрывные части в аспекте качества. Тут нужно очень хорошо понимать, что раз жизнедеятельность ребенка она одна, да, и ребенок пребывает в детском саду на протяжении определенного количества времени, за исключением дневного сна, все время решаются образовательные задачи. Таким образом, надо понимать, что информирование родителя о том, что должно быть комплексным, то есть и о присмотре уходе, да, о том, какие условия созданы для этого, и для реализации основной образовательной программы. Поэтому эти два взаимосвязанных очень компонента, потому что реализация основной образовательной программы невозможна без присмотра и ухода, да, то есть без тех форм, в которых проживает ребенок, и как бы наоборот. Поэтому не надо думать, что качество, оно только лишь в реализации основной образовательной программы. Вообще, если смотреть по условиям, да, то, собственно, условия, это прежде всего они обеспечивают присмотр и уход за ребенком. Для родителя тоже является одной из важных, наверное, характеристик качества. И, наверное, одной из первых характеристик качества. И уже во вторую очередь, да, ну, в моем мнении, конечно, и уже во вторую очередь родитель видит успехи детей, интересуется интересами детей, инициативой детей, деятельностью детей и так далее. Поэтому здесь вот очень важный момент, который тоже необходимо понимать. Ну и еще один из важных моментов, конечно, в аспекте качества поинформированности, это то, что такое качество в дошкольном образовании для школы. Несмотря на то, что мы все в одном образовательном поле, и несмотря на то, что как бы мы считаемся уровнем общего образования, несмотря на это, как бы и родитель, и школа не всегда понимают, что такое качество дошкольного образования вообще в целом. И рассматривают качество дошкольного образования как подготовку ребенка к школе, а именно формирование определенных умений для того, чтобы ребенок мог успешно обучаться в школе. Поэтому здесь, конечно, это не так. И вот с точки зрения проводимых и планирования определенных мероприятий, очень важно понимать, что именно аспекты качества должны рассматриваться и на родительских собраниях, и на мероприятиях совместных между школой, родителями и ребенком, для того, чтобы понимать, да, именно и формы, и подходы к детям, да, и подходы к образовательному процессу, и возможности смягчения адаптации ребенка и так далее. Потому что, например, из тех условий, которые созданы в детском саду, ребенку попадает совершенно другие условия, и происходят процессы и адаптации, и некоторые сложности для детей. То есть меняется стиль общения, все меняется. Поэтому, конечно, в этом отношении нужно для того, чтобы сохранить, да, вот эту информированность о общих принципах и подходах к качеству, тоже, наверное, необходимо об этом подумать. Как об одном из важных компонентов. Что является в приоритете качества сегодня для детского сада и для школы. Чтобы помочь нашему ребенку успешно перейти на следующую ступень и быть успешным в достижении своих образовательных результатов. Очень часто, видите, тут аспект какой сложный. То есть в школе не зря, например, в первом классе безотметочное обучение, да, то есть почему? Потому что понятно, что не просто ведь из-за процесса адаптации, а из-за того, чтобы ребенок смог проектировать, да, вот свои успехи, то есть как бы рассматривать, какие достижения у него получились, и как бы формировать свою самооценку вообще, работать с учебной задачей, принимать ее, да, с помощью педагога развивать в себе какие-то определенные усилия для решения задач, узнавать что-то новое, да, перевоплощать эти задачи, перерабатывать. То есть тут как бы очень много таких вот учебных действий, которые, в общем-то, осваивает ребенок очень быстро в той среде, которая вот сейчас для него создается. Поэтому не всегда
этот процесс происходит гладко. Вот. Поэтому учитель начальных классов иногда не бывает нарекания в адрес дошкольного образования в том, что процесс там, знаний у ребенка не всегда сформированы, слабая моторика, еще что-то. То есть, наверное, имеет место быть уже с точки зрения как факта результата, да, но именно приоритет, который сегодня рассматривается в системе дошкольного образования как основной приоритет качества, об этом тоже можно заявлять на системе, на уровне начального общего образования, для того, чтобы и родителю, и ребенку было более комфортно. Далее, и мы с вами завтра будем двигаться в рамках вообще понимания уже системы оценок качества дошкольного образования. Перед вами значит, определенная схема. Значит, смотрите, 3 блока, которые мы можем рассматривать с точки зрения вообще качества дошкольного образования и с точки зрения его оценки. Но прежде всего это условия, да, про которые я уже много говорила. Это среда образовательная и результаты, которые не оцениваются вообще никак, да, но тем не менее учитываются с точки зрения как независимой оценки качества дошкольного образования, так и с точки зрения достижения целевых ориентиров. Поэтому вот эти 3 больших блока, которые мы с вами рассмотрим в системе оценок, и по ним более подробно поработаем, потому что именно они сегодня очень важны для дошкольных образовательных организаций с точки зрения построения внутренних систем оценок качества. Ну, и внутренних и внешних, наверное, тоже в том числе. Ну и вот по вертикали, если смотрите и горизонталь, то по горизонтали вы видите, что вот многоуровневая система, она строиться может на линии, да, детского сада, муниципального образования и региональной системы. То есть характеристики качества, они, есть такое понятие, как свертывание, да, то есть таким образом на уровне детского сада характеристик качества по внутренних системах оценки у вас должно быть много, да, поскольку расширенное измерение идет. И, соответственно, движение уже к муниципальному уровню, то есть идет сворачивание показателей и критериев. И остаются только те показатели и критерии, которые сегодня возможно в аспекте изучения, измерения качества на уровне общих подходов на уровне муниципального образования. Ну и понятно, что еще больше они сворачиваются на уровне субъектовом, то есть на уровне республики. То есть и выделяется, например, если на уровне дошкольной образовательной организации у вас порядка 50-60 показателей критериев, на уровне муниципального образования их уже порядка 30, то на уровне республики их уже порядка 20. То есть вот такая вот система построения, система оценок качества, такая более простая. Есть еще более сложная система, но мы их пока не берем во внимание. Если мы рассматриваем интегральные характеристики и показатели критерии оценки качества, то они, собственно, просты. Что такое интегральные критерии, интегральные характеристики? Это те, которые остаются неизменными, их можно назвать инвариантом, вот, и они всегда были, есть и будут. То есть это линия комфорта, благополучия, что обеспечивается